Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа поздравил Аркадаг с победой в Лиге вызова АФК. Призовые средства Аркадага направят на строительство детской библиотеки в Ашхабаде. Аллея памяти открыта у посольства РФ в Ашхабаде в честь 80-летия Победы и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил футбольный клуб «Аркадаг» с завоеванием Кубка Лиги вызова АФК. Этот триумфальный успех, достигнутый в Международный год мира и доверия, стал достойным подарком к юбилейной 30-й годовщине нейтралитета отчизны. Ваше очередное достижение еще более приумножило авторитет Родины на международной спортивной арене, говорится в послании председателя Халк Маслихаты. Денежный приз, полученный футбольным клубом «Аркадаг» за победу в Лиге вызова АФК, будет направлен на строительство нового здания Государственной детской библиотеки имени Базара Аманова в Ашхабаде. Учитывая вашу просьбу о передаче завоеванного футбольной команды «Аркадаг» на престижном международном турнире денежного приза благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, нами принято решение направить эти средства на строительство нового здания Государственной детской библиотеки имени Базара Аманова. Говорится в поздравлении национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова футбольному клубу «Аркадаг». На территории, прилегающей к посольству России в Туркменистане, состоялось торжественное открытие аллеи памяти, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия было высажено более 100 хвойных и лиственных деревьев. 19 и 20 мая в Ашхабаде во дворце Мукамов пройдет фестиваль «Музыка мира», который соберет на одной сцене звезд академической музыки из разных стран. В том числе гостями мероприятия станут арт-директор Московского международного фестиваля искусств «Звуки Дутара» имени Нуры Халмамедова Мамед Гусейнов и его супруга, оперная певица, артистка Московского театра «Геликон-опера» Дарья Гусейнова. Учащиеся из Туркменистана завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали на 59-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая проходила с 5 по 13 мая в Белу-Оризонте, Бразилия. В частности, среди туркменских школьников серебряной медали удостоен Рустем Джумаев. Бронзовые медали получили Айгуль Атаджанова, Дияр Тавлетов и Джирен Акмурадова. В международной олимпиаде приняли участие около 200 школьников из 40 стран. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с постоянными координаторами ООН в странах Центральной Азии. Было отмечено, что ООН играет ключевую роль в укреплении мира, безопасности, прав человека и устойчивого развития в регионе. За последние годы Центральная Азия стала площадкой для внедрения и масштабирования множества инициатив ООН в области борьбы с изменением климата, водной и продовольственной безопасности, гендерного равенства, цифровизации государственных услуг, образования и здравоохранения. Международный экономический форум «Россия. Исламский мир» «Казань-форум», проходящий в Казани с 13 по 18 мая, привлек более 10 тысяч человек из 103 стран. Мероприятие открылось приветственным обращением президента России Владимира Путина. Наиболее многочисленные делегации представляют Малайзию, Турцию, Афганистан, Туркменистан, ОАЭ, Иран, Нигерию и Сенегал. Компания Apple разрабатывает инновационный интерфейс для управления устройствами с помощью силы мысли. Для реализации этого проекта технологический гигант сотрудничает с американским стартапом Synchron. Особенность импланта Synchron заключается в его минимальной инвазивности. Он устанавливается через яремную вену без необходимости хирургического вмешательства в череп. Устройство считывает нейронные сигналы, связанные с намерениями движения, и преобразует их в команды для iPhone, Apple Vision Pro и других устройств экосистемы Apple. В настоящее время технология проходит тестирование среди пациентов с двигательными нарушениями. Один из участников программы уже использует Apple Vision Pro для коммуникации и развлечений, активируя функции устройства силой мысли. В Кувейте на высоком организационном уровне прошла 45-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В мероприятии приняли участие действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, новоизбранный президент Кирсти Ковентри, руководители Международного олимпийского комитета, руководители Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президенты азиатских федераций, а также генеральный секретарь Олимпийского комитета Туркменистана Атаджан Акмамедов и представители национальных олимпийских комитетов 45 стран Азии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.